Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 9 по 15 марта 2020 года для близнецов. Будем делать прогноз на колоде Таро и на колоде Цыганской. Так, теперь основные события недели. Основная энергия, влияющая на близнецов. Отношения, работа, финансы, совет. Так, нам надо будет подвинуть. Так, теперь посмотрим цыганскую колоду, что она нам добавит. 3 карты на отношения. Три карты на работу. Две карты на финансы. Итак, основные энергии у близнецов воздушные. То есть близнецам будет очень комфортно на этой неделе, несмотря на то, что информации очень много и нужно будет принимать какие-то важные решения, возможно, даже что-то новое для них, да, то, что непривычно и то, что будет доставлять дискомфорт, но все-таки близнецы будут чувствовать себя очень хорошо, потому что это их стихия, это их масть, воздух. Кроме того, тройка мечей вот в положительном моменте говорит о том, что нужно будет действовать разумом, то есть принимать решения разумом, а не сердцем. Для близнецов это как раз вот то, что они любят, то, что им подходит. Они любят информации, чтобы было много, связей, отношений было много, но чтобы все было легко, поверхностно, и они больше головой участвуют в отношениях, чем сердцем. То есть для близнецов эта неделя очень хорошая, и она как раз говорит о том, что энергии будут соответствовать их состоянию внутреннему, да, вот тому состоянию, с которым они вообще родились, да, пришли в этот мир. Кроме того, эта карта предупреждает от неправильного выбора. Скорее всего, здесь у вас будет очень много советчиков. Один человек говорит одно, второй другое, третий третье. Вот. И карты говорят о том, что нужно выслушать всех, все 3 стороны, но сделать по-своему. Опять же, только разумное решение, ни в коем случае, чтобы сердце в этом не участвовало. Кроме того, если будут какие-то сложные моменты касательно отношений, вот часто эта карта рассматривается как любовный треугольник, да, вот на этой неделе все-таки близнецам нужно быть осторожным с какими-то вот эмоциями, ну, скажем, даже инстинктами, да, которые могут дать о себе знать. Ну, допустим, если у вас уже есть пара, то лучше все-таки не смотреть на сторону, да, потому что если вы войдете в эти отношения, то есть если вы начнете, то потом будет сложно остановиться, и вы создадите себе просто проблемы. То есть здесь как основной совет просто не начинать, да, потому что потом будут большие проблемы для вас лично. То есть соблазн есть, но тем более вот у нас 7 рядом, да, у нас соблазн есть, но лучше не поддаваться. В общем, карта советует быть легкими, да, то есть не усложнять, не создавать каких-то проблем ни себе, ни другим людям, и тогда все будет в порядке. Для отношений выпадает 7 пентаклей. Карта говорит о том, что у вас, скорее всего, как бы такой отдых, передышка будет для отношений. Вы, в принципе, уже много вложились, вы уже много сделали для этого, у вас много опыта построения отношений. Но вот сейчас нужно сделать остановку, нужно отдохнуть, нужно насладиться просто покоем, комфортом, теми результатами, которых вы уже достигли в отношениях. То есть здесь вот карта говорит о том, что нужно не спешить. Если, допустим, какой-то вопрос еще не решен, очень важный для вас, но все равно лучше подождать и посмотреть, что будет дальше. Вот вообще эта карта, 7 пентаклей,
она астрологически связана с Сатурном. Это Сатурн в Деве. Дева – это то, что мы делаем из чувства долга, да, то, что мы делаем вот как каждодневные какие-то привычки наши, да, каждодневные дела. А Сатурн – это то, что нас ограничивает. То есть, если мы, допустим, что-то еще не доделали, то, ну, как бы нужно настраиваться, идти до конца, да, то есть не нужно как-то отступать, когда уже столько вложено в эти отношения. Но если, допустим, вы отказываетесь от того, что вы должны делать для партнера, для семьи, для вот даже для себя, да, когда вот мы нарушаем какие-то обязательства, когда мы не выполняем свой долг, то тогда здесь могут быть проблемы. Тут Сатурн тогда может выступать как такой, ну, строгий учитель, да, который вот как-то нас ограничивает, какие-то вот неприятные моменты может выносить в отношения. То есть, если мы все делаем как надо, если мы чувствуем справедливость того, что происходит, и мы понимаем, что мы достаточно вкладываем, то есть мы каждый день вкладываемся в отношениях, то все будет хорошо. Тогда Сатурн поощряет нас и дает какие-то подарки, сюрпризы, да, очень приятные, которых мы даже не ждем. И это надолго, это что-то основательное, да, то есть мы это почувствуем сразу. То есть эта неделя очень важная именно для вот чувства долга по отношению к своему партнеру. Для тех, кто в поиске партнера, карта говорит о том, что либо вообще вы не встретите человека на этой неделе вам подходящего, либо вам встретится человек, вот как бы кармический партнер, то есть человек, с которым будет очень много каких-то сложностей. Скорее всего, вот с такими людьми сразу вспыхивают чувства, приходит влюбленность, и какое-то время там счастье, а потом начинаются проблемы, да, то есть это вот как раз показатель кармического партнера. То есть для близнецов есть такая вот ситуация, если вы никого не встречаете на этой неделе, то это даже лучше, да, то есть если кого-то встретили, вспыхивают чувства, то вот вы пока еще, как бы ваш разум пока не затуманен, да, вот смотрите по тройке мечей, пока еще вы чувствами владеете, да, то есть у вас разум на первом месте, вы можете сделать правильный выбор. Посмотрите, что за человек, посмотрите, не говорите о себе, послушайте его, посмотрите, как он живет, какие у него друзья, какие у него цели, планы, то есть просто смотрите, как бы наблюдая со стороны, не входите в отношения, не позволяйте себе влюбляться, потом только когда вы решите, что человек действительно достойный, подходящий, тогда только можно разрешить себе какие-то чувства, ну, как бы, чтобы себя обезопасить. Для тех, кто в паре, выпадает четверка бубновая, карта связана с денежками, с какими-то материальными благами, и здесь у нас семерка тоже пентаклей, то есть здесь деньги, да, то есть вопросы денежные, вопросы стабильности денег, вопросы безопасности денег могут выходить на первый план. В общем, все, что связано с деньгами. Когда они есть, мы чувствуем себя комфортно, в безопасности, мы можем как бы общаться хорошо, договариваться, да, то есть и мы можем здесь, кстати, вот по этой карте могут быть какие-то траты на дом, на семью, на детей, может быть, даже для кого-то здесь с недвижимостью вопрос связан, покупка, продажа и так далее. Может быть, просто присматриваете недвижимость. В общем, здесь такой вот важна, в общем, материальная стабильность, и это для вас выходит на первый план. Для тех, кто в ссоре, выпадает король трефовый, карта говорит о том, что, может быть, на этой неделе лучше все-таки не пытаться мириться, потому что вы неправильно воспринимаете сейчас себя, своего партнера, свои поступки, его поступки. То есть вы сейчас можете заблуждаться. И совсем скоро, может быть, уже на следующей неделе это все переменится, тогда лучше этот вопрос решать. И вообще вот эта карта говорит о том, что мы получаем то, что заслужили. Нужно, скорее всего, осознать, что вот ссора, которая произошла, она не случайна. То есть что-то вы делали не так в отношениях, лично вы, то есть не, хотя вот эта карта у нас и с партнером связанная, да, но мы сейчас смотрим именно наш вклад вот в отношения с партнером. То есть вот это важно понять, осознать для того, чтобы для вас открылась возможность помириться.
Для работы выпадает пятерка жезлов. Карта говорит о том, что вы будете, скорее всего, отстаивать на этой неделе какие-то свои важные позиции, принципы, либо будете обучаться, либо будете как-то там вступать в борьбу с конкурентами. Но карта говорит о том, что какие-то кризисные моменты, связанные с деятельностью, все-таки будут. Но это заодно и рост для вас. То есть если вы их преодолеваете, вы вырастаете в глазах окружающих, в глазах коллектива, в глазах конкурентов, ну и в своих, конечно, собственных. То есть можете выйти совершенно на новый уровень. Для тех, кто ищет... давайте еще по пятерке жезлов хочу сказать, что вообще эту карту, ее довольно-таки трудно трактовать, потому что у нее очень много смыслов, поэтому я лучше свяжу с астрологией, чтобы было понятно. Итак, пятерка жезлов у нас – это Сатурн во Льве. То есть Лев – это человек, который привык добиваться своих целей, да, человек, который, руководитель, скажем так, человек, который привык обращать на себя внимание, демонстрировать себя. А тут Сатурн, да, то есть Сатурн, который ограничивает, то есть мы хотим как-то себя с лучшей стороны показать, но не можем. Есть какие-то обстоятельства, есть люди, которые нас ограничивают. То есть и вот этот вот момент кризиса как раз он показан на этой карте. Но в любом случае, если мы выполняем Сатурн, опять же, долг, да, то есть когда мы стараемся, прикладываем усилия, когда мы стараемся, здесь у нас все может решиться очень благополучно. Если же мы там обижаемся, как бы хлопнули дверью и ушли, то, конечно же, проблемы будут, да, то есть нужно именно решать те вопросы, те сложности, которые возникают, и не давать себе возможности увильнуть. Да? То есть нельзя говорить, что я и так достаточно знаю, я и так молодец. Нужно обязательно здесь что-то добавить. Профессиональные какие-то, может быть, нужны знания, может быть, опыт нужен еще дополнительный. Может быть, нужно учесть мнение коллектива и так далее, и так далее. То есть вот немножечко дать возможность быть себе неправым, да? Для того, чтобы увидеть открывающиеся возможности. Вот луна полная, то есть вы можете действительно здесь понять что-то очень важное на этой неделе, если не будете сопротивляться. Для тех, кто в поиске работы, выпадает карта Джокер, и карта говорит о том, что, простите, и карта говорит о том, что у вас есть возможность прям неожиданно найти работу, которая вас порадует, позволит вам выразить себя вот так, как вы хотите. По сути, вот это у нас карта выигрыша, да, неожиданной какой-то ситуации, на которую мы вообще не рассчитываем. Да. Вот для близнецов такое может произойти. Для тех, кто работает. Пятерка трифовая выпадает, карта как раз связана с работой. То есть, по сути, это две одинаковые карты, да, по смыслу. То есть, если эта карта связана с работой, то она положительная, да. Она, конечно, кризисная, она обозначает какие-то сложности, но если мы вкладываемся, да, то мы выходим на новый уровень. Может быть, даже кто-то повышение получает, может быть, кто-то профессиональней становится, может быть, кто-то получает добавочную зарплату, либо премию, да, то есть если мы вкладываемся. Эта карта плохая в отношениях, вот там у нас могут быть как бы проблемы, а для работы она хорошая, но хорошая все-таки не без сложностей, да, сложности надо преодолевать, то есть то, что я сказала про пятерку жезлов, это по сути вот то же самое, что могу сказать здесь, но здесь вот открываются новые горизонты для вас, вашей деятельности, как-то расширяется ваша сфера влияния и так далее, но не через легкие какие-то пути, да, довольно-таки сложно могут быть сложные ситуации неожиданные, может быть какие-то преграды, ограничения и так далее возникают. Для тех, у кого свое дело, тройка трифовая выпадает, карта замечательная тоже для деятельности, говорит о том, что вы на этой неделе добиваетесь каких-то результатов, может быть первых результатов, и очень этому рады. Скорее всего, вы даже будете готовы уже ставить какие-то новые цели, расти дальше. У вас появляется возможность опереться на кого-то из, может быть, партнеров, может быть, новый партнер появляется, может быть, кто-то из вашего окружения как-то себя проявляет так, что вы начинаете ему доверять, да, то есть такая опора на окружающих идет, которая вас очень радует. То есть
скорее всего, либо клиентов добавляется, да, и вы можете уже, ну, как бы, они, может быть, постоянные, вы можете на них опереться, либо у вас, как бы, с партнерством все хорошо, либо коллектив вас поддерживает. Ну, в общем, все, что происходит, оно дает возможность у вас для дальнейшего роста. То есть вы победили то, над чем вы старались, оно может на этой неделе реализоваться. Очень такой положительный момент. Кроме того, эта карта еще говорит о том, что может быть в новых начинаниях, да, успех. То есть то, что вы делали новое, оно может наконец дать результат. Для финансов выпадает старший аркан влюбленные. Карта говорит о том, что либо два источника у вас финансов, либо у вас выбор какой-то сложный, да, какое направление именно для зарабатывания денег выбрать. Либо здесь будет какое-то предложение очень важное о сотрудничестве, да, которое повлияет на ваши деньги. Но в любом случае карта двойная, да, то есть это всегда либо возможность принимать два решения сразу и действовать в двух направлениях, либо постоянно колебаться, да, то есть вот лучше не колебаться в этих вопросах финансов, потому что вы больше потеряете и времени, и сил, и так далее. Для тех, кто работает, здесь вот как раз возможность получения денег, возможность зарплаты, прибыли, в общем, здесь действительно очень хороший, может быть, ну, доход, да, получение денег. Вот, может быть, добавочное что-то для тех, у кого свое дело. Здесь карта говорит о том, что вы действительно для того, чтобы больше получать денег, должны улучшать свое образование, понимать, может быть, как руководить коллективом, да, как заинтересовать людей, как сделать так, чтобы у вас появилось больше клиентов, может быть, открыть какое-то новое направление. То есть здесь еще пока деньги не приходят, но открывается возможность для вас понимания, как это сделать. То есть если вы, конечно же, воспользуетесь этой возможностью. Ну, в принципе, карта вот это все-таки связано и с обучением еще, да, здесь вот нужно учиться, учиться управлять финансами, учиться управлять людьми, в общем, все, что сказывается на вашем кошельке, всему этому надо учиться. Для совета выпала десятка чаш. Карта говорит о том, что нужно вам обязательно больше внимания уделять личным отношениям, семье, самому себе. То есть нужно давать себе возможность отдохнуть, нужно делать подарки себе и близким. Часы, проведенные вот в кругу семьи, очень важны. Десятка чаш – это у нас Марс в рыбах, да, то есть Марс – это планета скорости, планета действия, и вот, а рыбы – это у нас как бы такое болото, да, когда мы привычным чем-то занимаемся, когда у нас все, каждый день как один день, то есть ничем не отличается, да, вот, а Марс говорит о том, что нужно выходить из этого состояния, нужно какие-то новые цели ставить, новые планы, может быть, принимать какое-то очень быстрое решение, которое касается, там, сделать предложение, не сделать, там, согласиться на какой-то проект, не согласиться, может быть, рождение ребенка, да, может быть, себя реализовать в творчестве. То есть здесь вот все нужно делать быстро на этой неделе. То есть не сделаете, упустите возможность. Скорее всего, вы уже слишком долго задержались на том уровне, который у вас был, да, который есть сейчас. То есть нужно выходить. Здесь вот, может быть, нужно поставить цели, связанные там, с недвижимостью, с семьей, с детьми. Если касается творчества, тоже, значит, у вас уже как бы полностью реализован тот уровень, на котором вы находитесь. Если это связано с каким-то любым хобби, любимым делом, тоже, смотрите, вы можете что-то новое начинать, как-то уже либо более профессиональным становиться, да, то есть можно и поучиться чему-то еще дополнительно, углубить как-то свои знания. То есть, но в любом случае здесь карта говорит о том, что нужно быстро действовать, то есть уже нельзя оставаться в таком положении больше. Друзья, желаю прекрасной недели, чтобы только самое лучшее для вас сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.